Здравствуйте, уважаемые казахстанцы, с вами Жан Шыңғыс, партия Алаш. Вам сегодня известно, что у нас в Алматинской области, Килийском районе, Ашхабадском сельском округе уже несколько месяцев идет препятствие против жителей, против многодетных семей, где проживает 12 несовершеннолетних детей. Мы сегодня находимся в семье Бибаджановых, которые оказались в произволе, оказались жертвами со стороны местного исполнительного органа. Мало того, что у них хотят отнять единственное жилье, сейчас подается суд со стороны акима Ашхабадского сельского округа на моральный ущерб. Самое удивительное, что местный исполнительный орган акимат, который должен обеспечивать социальные условия для жителей, он подает на них в суд, якобы у нее стресс. Я не знаю, что сказать. Мне стыдно за таких местных исполнительных органов, акимов. Не стыдно за то, что аким Алматинской области назначает таких царьков, и из-за них страдают мирные люди. Мы сейчас увидели, дети очень замечательные. Старшему 16, младшему 1 годик. Мы сейчас привели специалиста, психолог работает с ними. Очень прекрасные дети, которые не должны при таких ситуациях пострадать, потому что в первую очередь из-за ошибок взрослых страдают дети, потому что постоянно приходит акимат, приходят органы, они пытаются самовольно, своими силами, через суды выселить эту семью, которая 2001 года проживает здесь, когда никто не интересовался, что за жилье, никто не зарегистрировал на себя, не было никакой легализации, они платят налоги, они полное право имеют на это жилье. А просто я сейчас посмотрел, очень замечательное место, удобное для бизнеса, рядом речка. Они просто хотят отнять эту землю, участок у семьи и выгнать их на улицу. Но не получится, потому что мы будем бороться за эту семью, за каждого гражданина Казахстана, за каждого казахстанца. Такое время, когда карантин, когда люди нуждаются в помощи, мы должны их поддержать. Я хочу, чтобы президент обратил на это внимание. Что это такое? Это вопиющий случай, когда в Илийском районе не первый раз нарушаются права жителей. Ко мне обращаются сколько людей. За 3,5 года мы доказали бездействие, нарушение, коррупционные риски в Илийском районе, Ашхабадском сельском округе. Я кричал, писал, куда я только не обращался. Были давления не только на матерей, на меня. Я знаком с этой ситуацией. А теперь приходит новый аким Ашхабадского сельского округа, оказывает давление на семью и хочет выгнать, еще подает на них в суд. Это уже издевательство над народом, потому что за ними стоят народ. Потому что 12 человек, 12 детей, это 12 судеб, это наше будущее. Вот я с ним разговариваю, очень порядочный человек, который остался без работы из-за того, что он боролся за эту землю, за этот дом свой. Сейчас рассказывает, какие случаи были, какие незаконные действия было со стороны судьи, как там аким приходил, как он пытался оказывать давление. Я верю, потому что я не раз сам столкнулся. Также на это есть и видео. Есть видео, факты, доказательства. Да, я видел. Когда обратились ко мне за помощью в нашу партию, я не удивился, потому что 3,5 года, я повторюсь, я занимаюсь в этом районе, ко мне обращается много жителей, к нам, в нашу партию, и я неоднократно сам был свидетелем нарушений со стороны местного органа. Мне очень больно, что приходится подавать вам вот уведомление на мирный митинг, чтобы вы были услышаны. Уважаемые казахстанцы, хочу вам зачитать. Вчера вот матери этой семьи, чтобы защитить свою семью, своих детей, подали уведомление на мирный митинг. У нас мирный митинг как уведомительный характер по указанию президента. И они требуют цель мирного митинга приостановление выселения семьи несовершеннолетними детьми, которые находятся в Ашхабадском сельском округе. Также признание незаконным иск акима Ашхабадского сельского округа защиты чести и достоинства необоснованным. Также они требуют, чтобы они выслушали многодетных матерей, их идеи для улучшения их же положения. А четвертое, они требуют, чтобы председатель антикоррупционной службы Республики Казахстан, гражданин Ахмеджанов, сам приехал сюда для региональной комиссии. Я 3,5 года прошу, чтобы здесь была комиссия региональная, здесь коррупционные риски, здесь не одна мать сидит, не одна семья страдает в Ашхабадском сельском округе. Вот матери сидят, вот Даргуль Тате. На него писал аким Ашхабадского сельского округа, который подает на эту семью за моральный ущерб. Хотели преследовать, ее обвинили в том, что она хотела выйти на мирный митинг. Не было этого. Оклеветали. Мы писали президенту, антикоррупционное агентство, но это дело замяли. А когда пишут на семью, идет реакция. А когда многодетная простая мать пишет, никакой реакции. На кого работают судьи?
На чьей стороне закон? Правительство на кого работает? На кого работает правительство? Государство. Из чего состоит этот народ? Это же богатство нашей страны. Вот многодетная мать, которая на улице, по указанию Акима Ашхабадского сельского округа, она сама говорит, ее выгоняют с квартиры. Кто у нас сейчас Акимы? Это царьки, рэкетиры, бандиты? А почему мы, простые граждане, должны защищать себя от произвола? Кто нас защитит, уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич? Ирина Владимировна, вы депутат Мажилиса, который поддерживаете, единственный депутат, который работаете, пытаетесь что-то сделать. Здесь речь идет о 12 детей. Кто будет защищать их интересы? Кто ответит на этот вопрос? Каждый гражданин Республики Казахстан для нас имеет ценность. Мы приехали сказать это. Сказать, что Алаш это каждый гражданин Республики Казахстан. Мы не позволим, чтобы вы их выгнали, чтобы завтра Аким подавал на них в суд. Это же стыдно, уважаемый Амандр Габасович. Вы нам отцы годитесь. Вы их назначали. Теперь ваши Акимы районов, сельских округов дискредитируют вашу работу. Получается, вы их назначили, и вы тоже оправдываете их действия? Вы поддерживаете такие действия Акимов? Оправдывает. Он же должен решать проблемы. Если Аким хороший, нету такой семьи, которая нуждается. Также я сегодня узнал, что эта семья не получает АСП. Представляете? Никакой поддержки продуктовой корзины. У нас уже второй год карантин. Ни одной конфетки дети не получили. Кто за это ответит? Мне стыдно. И сейчас они написали обращение в международной организации. И получается, мы, наша страна, с таким населением, с таким богатством, не можем защитить эту семью. А кто будет защищать? Эти дети, наше будущее. Завтра они будут защищать нашу страну. И мы не позволим, чтобы Акимы, царьки беспрепятственно нарушали закон. И должен на это обращать внимание Тукаев, и также Генеральная прокуратура, если они работают, и Ахмеджанов, руководитель антикоррупционной службы. Спасибо вам огромное. Больше нам нечего сказать.